Судебное разбирательство по делу о тройном убийстве на набережной продолжено после перерыва в 2 недели. Это время было дано новому адвокату Эрика Чкадуа Сергею Чакрян на изучение материалов дела. Адвокат по требованию был назначен после того, как подсудимый Чкадуа отказался от защиты адвокатов Марины Таня и Игоря Скнарина. При этом оба защитника остались в деле. Марина Таня защищает Беслана Бганба и Аслана Блабба, Игорь Скнарин – Дату Ахалая. Суд приступил к исследованию доказательств. 1,5 часа прокурор Руслан Тыркба оглашал детализацию звонков подсудимого Чкадуа, начиная с 1 августа 2019 года вплоть до дня убийства на набережной 22 ноября 2019 года, а затем представил анализ оглашенной информации. Условно данную детализацию можно разграничить на 4 периода. Первый с 1 августа 2019 года по 28 августа 2019 года. Это период содержания Чкадуа Эрика Юрьевича под стражей в следственном изоляторе МВД Республики Абхазия по подозрению в похищении гражданина Мирцхулава, когда его абонентский номер 778-7777 активно используется по месту дислокации данного режимного объекта, базовая станция Дранда-Центр и Дранда попеременно. Второй период с 28 августа 2019 года и по 30 сентября 2019 года, когда Чкадуа изменена мера пресечения содержания под стражей на домашний арест. И он ее не нарушает, судя по активному использованию своего абонентского номера 778-7777 исключительно по месту жительства в районе действия базовой станции Сухумджону. Третий период с 1 октября 2019 года и по 21 ноября 2019 года, когда Чкадуа, будучи под домашним арестом, систематически, ежедневно нарушает меру пресечения, установлено позиционирование его абонентского номера 778-7777 в этот период в зонах действия различных базовых станций. По версии гособвинения, накануне убийства на набережной Эрик Чкадуа снова стал оставлять телефон дома, чтобы создать себе ложное алиби. Четвертый период с 21 ноября 2019 года по 25 ноября 2019 года, когда абонентский номер Чкадуа 778-7777 вновь возвращается строго в зону охвата места его жительства и отбывания домашнего ареста на базовую станцию Сухумджону. В этот же период следует одновременно обратить внимание на резкое снижение активности работы его абонентского номера. Интернет-трафик не используется вовсе, приметно ограниченное количество входящих вызовов, исходящий вызов всего лишь один. Подводя итоги осмотра, руководствуясь исследованными в ходе судебного следствия фактическими данными детализации телефонных переговоров Чкадуа, можно неоспоримо подтвердить предыдущие выводы государственного обвинения относительно попытки создания со стороны подсудимого Чкадуа ложного алиби о своем якобы безотлучном пребывании в своей квартире по улице Джонуа в день убийства Шамба Авицбая Кертава 22 ноября 2019 года. Защитник Беслана Бганба Эдуард Ченкау высказал несколько процессуальных замечаний по оглашенному доказательству. На замечание ответил прокурор Даурамичба. Хочу обратить внимание суда на то, что вся оглашенная информация в данном протоколе осмотра не содержится. Здесь есть сведения только за 3 дня, конкретно 4 октября 2019 год, далее 19 ноября 2019 год и 22 ноября 2019 год. Доказательством суд может признать только сам протокол осмотра, а CD является приложением. А раз в протоколе осмотра этих сведений оглашенных нету, то я полагаю, что суд не может принять во внимание эти доводы. Это приложение было добыто в рамках предварительного следствия законным образом. Государственное обвинение в соответствии с уголовно-процессуальным законом в ходе судебного следствия вправе исследовать дополнительные материалы, вправе проводить осмотры, проводить проверки показаний на месте, то есть дублировать те следственные действия, которые были сделаны в ходе предварительного следствия. Это прописано в уголовно-процессуальном законе, поэтому нарушений в данном случае я никаких не вижу. Мы сделали такой детальный обзор детализации для того, чтобы показать о том, что с момента заключения, даже находясь в тюрьме, тоже запрещено пользоваться телефоном, то есть неоднократно нарушалась и мера пресечения в виде домашнего ареста, и само по себе режим отбывания меры пресечения уже в условиях СИЗО. Мнения сторон разделились также в вопросе о том, можно ли использовать iPhone как средство фиксации следственных мероприятий. Исходя из содержания осмотра, следователь выбрал средство фиксации
смартфон Apple. Но я полагаю, что данное средство и в приложении к протоколу осмотра там порядка 10 фотографий, на которых изображение экрана ноутбука. И я полагаю, что данное средство фиксации не позволяет подтвердить достоверность проведенного следственного действия. Что касается понятых, закон позволяет рассматривать, исследовать материалы без участия понятых. Фиксация производилась на телефон, фотокамера была распечатана. Если какие-то сомнения, адвокат, который, кстати, не защищает интересы ЧКАДу, но активно... Я понял, я к чему говорю, что у него есть свой адвокат, он может на это... Если есть какие-то расхождения в снимках и в дисках, можем проверить содержимое фотографии. Если он найдет какие-то расхождения, вопросов нету, поставим вопрос о признании этих фотографий, либо этих дисков недопустимыми. Он говорит, что телефон не является источником фиксации средств. Я так не согласен. В телефоне встроенная камера, которая также способна наряду с фотоаппаратом фиксировать все следственные действия. У нас большинство следственных действий фиксируется при помощи телефонных аппаратов, в которых встроены камеры фиксации. Подсудимые и гособвинения также обменялись комментариями. Эрик после задержания в своих показаниях описывает свой маршрут движения, описывает, откуда заехал, откуда выехал, за машину говорит, что я был на отцовской машине, что телефон дома был, говорит. Он себя не создает, наверное, я так думаю. Он следователю сказал с первого дня, говорит, место его нахождения. Телефон, говорит, дома был. Я был там-то, там-то, говорит. Все описывает маршрут движения. Да, здесь, ваша честь, если я сказал бы, что телефон был дома, и я был дома, и мне показали бы вот этот маршрут, тогда я согласен, да. Но я сам свой маршрут говорил, мне еще даже это видео не показывают, чтобы обратили внимание. Я свой маршрут сам не написал. Я говорил, что телефон был дома, я говорил, что я нарушал домашний арест. Я говорил, что телефон брал периодически оставлял дома. Первые задержания были в декабре 2019 года, если быть точнее. А уже в мае был задержан ЧКАДу и Бганба. И когда мы выходили, естественно, с санкциями на первых задержанных лиц, мы предоставили определенный пакет судебно-контрольных материалов, среди которых уже была информация о миграции автомашины. Черная вот эта отцовская машина. Поэтому он уже впоследствии, когда спустя почти полгода был задержан, он уже знает, что машина его засвечена в тех, значит, местах, где известных нам по маршруту криминальных событий. Поэтому он уже приводит в качестве довода в другую версию, что он вот якобы вот то, что он сегодня, какой версии он придерживается. Сергей Чакрян отметил, что гособвинение не пригласило техника, чтобы разъяснить, какая вышка какую территорию покрывает, а также подчеркнул, что доподлинно установить, кто именно писал СМС-сообщение, невозможно. Адвокаты Марины Таня и Автандил ЧКАДу, а также высказали отношение к оглашенным выводам. Оказывается, 4, 5, 6, 7 октября телефон находился дома. Данный телефон находился дома. Я говорю сейчас о телефоне. Далее. Обратите внимание, уважаемый суд, что и 4 ноября, и 5, и 6, и 7 ноября тоже телефон дома находился. А что тут такого, если 22 ноября данный телефон оказался дома? Что, он и тогда создавал себе алиби 4 октября, 7 ноября и так далее, и так далее. Я считаю, что это абсурд. Абсурд говорит о том, что 22 ноября, если телефон находился дома, ЧКАДовский, это не означает, что он себе алиби создавал. Так как он заявляет, он его оставлял дома или же забирал, тоже здесь никакого криминала мы не видим. Далее, выводы делать из этого о чем-либо, мне также непонятно, о каких ложных алиби речь идет. Если он нарушал домашний арест, так понятно, да, нарушал, но о чем-нибудь говорить, какое отношение к данному убийству имеют вот эти переговоры. Суд заслушал протокол опознания куртки свидетелем Тимуром Гургирян. В ходе следствия он подтвердил, что куртка, изъятая у Дату Ахалая, похожа на ту, в которой он видел одного из преступников, когда они уходили с места поджога Toyota Mark II. Адвокат Автандил ЧКАДу высказал замечания по документу. Ему ответили государственные обвинители. Очень похожую на черную куртку.
Я думаю, вместо слова «очень», «очень» там должны быть какие-то характерные признаки, по каким признакам он опознал. Ну, говорит так очень похожую, но как-то, не знаю, как художественная литература. Просто даже не звучит, во-первых. Во-вторых, то, что они вышли из кустов, это тоже неправильно, потому такого не было, так как сам свидетель говорил, не из кустов они вышли. И третье, тоже не соответствует действительности, то, что они направились на улице Аргун. Тоже свидетель не говорил, куда они направились, в какую сторону, и тем более улицу Аргун он не называл. Мы его здесь допрашивали. И обратите внимание на фототаблицу. Посмотрите, и именно в куртке, которая принадлежит моему подзащитному, там пума прямо нарисована, а в остальных нету. Вы были обязаны, 3 пумы должны были хотя бы вот эти, не знаю, вот эти зверьки должны быть нарисованы. Никаких противоречий между допросом, если вот мы сейчас прочитаем, откроем, между допросом того же свидетеля Гургинян в качестве свидетеля и теми приметами, которые указаны в протоколе опознания, значит, этой куртки, никаких расхождений, противоречий, вернее, нету. Возможно, там есть какие-то дополнения к тому, что свидетель ранее говорил. Это нормально, когда человек воочию представляет, это он еще там, допустим, по ее длине как-то смог ее, значит, охарактеризовать. Но до этого он в допросе говорил, какого она кроя, что это балоневая куртка и прочее. То есть взаимоисключающих признаков нету здесь ни между протоколом допроса свидетелей и протоколом опознания. Я хочу, чтобы тоже обратили внимание. Следователь представил 3 однородных предмета. На фотографиях видно, что они очень похожи между собой. И он выбрал не по лейблу пумы, а выбрал по фасону, по покрою, по размеру. Нигде он не говорит о том, что я увидел вот этого зверька, и никакого отношения этот зверек. Поэтому закон не обязывает указывать 3 одинаковые марки или фирмы. Необходима однородность предметов, что и в данном следственном действии было соблюдено, тем более с участием адвоката. Игорь Скнарин обратил внимание на тот факт, что куртка Дату Ахалая была изъята спустя почти год его пребывания в следственном изоляторе. За это время похожие черные куртки ему неоднократно передавали и забирали родственники. Нет никаких подтверждений, что опознанная куртка была на подсудимом в момент задержания. Ему ответил Руслан Тыркба. Куртка была изъята от моего подзащитного Ахалая Дату в январе 2021 года, то есть спустя более чем через год после совершенного преступления. Изымалась куртка у Дату Ахалая после того, как ему неоднократно его родственники приносили одежду, в том числе одну куртку, 2-ю куртку, 3-ю. Вот. И одна из курток была изъята. И вот эта куртка стала предметом рассмотрения следственными органами. То есть хочу обратить внимание, что не факт, какая куртка находилась у Дату Ахалая на момент его нахождения в январе 2021 года здесь в СГБ. Это материалами дела достоверно и четко установлено, что он был одет именно в эту куртку в момент задержания. В протоколе задержания среди перечня там куртка черного цвета указана, и это другими материалами установлено. Поэтому если даже она, сейчас мы не контролировали его вещевые, я лично за себя буду говорить, наверное, уполномоченные органы контролировали, должны были, но со стороны следствия там вещевые передачи, их, значит, стирка и опять, когда они попадали в пользование, значит, содержащимся под стражей, я не могу сказать, но четко мы говорим о том, что о декабре 2019 года, когда он был задержан, этот человек был одет именно в эту черную куртку. Следующим огласили протокол изъятия огнестрельного оружия в доме у потерпевшей Шурены Гугушвили, супруги покойного Алхаса Авецба. Это пистолет «Глок», которым Алхас Авецба, по словам очевидцев, отстреливался от нападавших. Подсудимый Дату Ахалая прокомментировал документ. Ему ответил Руслан Тыркба. В 2021 году, 13 января, был взят пистолет «Глок». Правильно? Убийство совершено 19 ноября. То есть 22 ноября 2019 года, да? Во время допроса Дами Авецба говорил, что один из покойников, что для самообороны применил огнестрельное оружие, пистолет. Да? Если был допрошен Дами спустя полгода,
Если знают, что это пистолет, находится там у родственника, еще у кого-то, следствие что-то тянет до 21 года, почему не знаю. Экспертизу. Да, после этого назначают баллистическую экспертизу. Перед этим уже в Гамбии обвиняют, что он там ранен, еще что-то. Эти вы Да. на что хотите обратить внимание? Просто обратите внимание, да, в 2021 году, 13 изяви, 21 января, этот пистолет возвращается. О том, что подобного рода пистолет был использован при совершении убийства, органам следствия, предварительного следствия было известно изначально, с самого начала, естественно, этого происшествия. На месте происшествия этого пистолета обнаружено не было, кроме гильз разного калибра, в том числе и от пистолета Glock. На определенном этапе, и это имеется в материалах уголовного дела, родственники, если говорить конкретно, то супруга, как выразился Ахалай покойника, обратилась, значит, в органы, которые ведают вопросами, значит, постановки на учет и регистрации огнестрельного оружия. Только после этого была, естественно, эту информацию нам предоставили из органов внутренних дел, как информацию, которая может быть интересна для следствия. Мы, естественно, использовали ее, имеется в виду, мы уже знали, когда шли, кстати, не на обыск, а на выемку, и добровольно получили это огнестрельное оружие, и потенциально на тот момент уже имели основания рассматривать его именно как орудие, которое использовалось в ходе самообороны при нападении и убийстве. Дополнительная экспертиза по изъятому Глоку вызвала процессуальные замечания у защитника Эдуарда Шинкау. Стороны защиты и обвинения обменялись комментариями. Далее огласили протоколы осмотра вышеуказанного Глока, а также штык-ножа, изъятого в ходе обыска в доме Аслана Блабба. Последним документом, оглашенным в этот день, стал протокол детализации звонков свидетеля Гринкев. Этот эпизод разговора полностью согласуется с теми эпизодами, ранее исследованными нами доказательствами, в том числе допросами свидетелей относительно того, когда человек, купивший автомашину, впоследствии опознанный как Ахалай Демур, 4 октября покупал именно на выезде вблизи танковой части. И вот этот Гринкев Николай Петрович дал свой номер телефона для того, чтобы человек, который покупал машину, связался с хозяином ее, то есть с Шанян Артуром Карапетовичем. Вот это все, именно вот этот эпизод разговора в 17:29:36, он подтверждает вот эти события, ранее нами исследованы. Подсудимые и адвокаты высказали свои замечания по оглашенному документу. Мы здесь все прекрасно слушали фонограмму разговора, где речь идет о тонировке двух стекол, а потом попозже я звоню затонировать лобовое стекло эту же машину. Скажите мне, пожалуйста, где вы слышали речь о каком-то Марк-2? Вот человек звонил мне. Он звонил мне, мы слушали фонограмму, машина готова. Однако же, я ему еще там в телефоне сказал, да, спасибо большое, я сейчас буду через 15 минут. Однако же свидетель вот здесь выступал и говорит, тебя там вообще не было. Мещан был здесь допрошен 4-го, за то, что говорит, что меня якобы опознали, и второй Григорян или Григорий, то оба они сказали, не то, что записано, даже не читали, говорят, протокол. Когда опознавали, не читали, говорят, и мы тебя не опознаем. Они никак не могли, 2 раза сказали, они никак не могли меня опознать, потому что я не имею отношения к этой машине. На этом судебное заседание было отложено. Оно продолжится 8 ноября. Надежда Боровикова, Сосрыкуагуха, Абаза ТВ.